Мотор. Саляму алейкум, брат, да помилует Аллах твоего отца. Знаешь, что неделю назад из Москвы похитили таджикского правозащитника Иззата Амона и отправили в Душанбе. Он был с 96-го гражданин РФ. И что думаешь по этому поводу? Алейкум ассаляму раматлаху баракату. Да, я слышал, конечно, об этом, читал. Ничего конкретного сказать не могу. Не сильно владею ситуацией. Но этот человек, Иззат Амон, я о нем узнал не из этой новости. Я и до этого его видел. И, честно скажу, у меня о нем тогда сложилось негативное впечатление, так как он всячески как-то взаимодействовал с кадыровскими какими-то силами в Москве, расположенными президент-отелей, делимхановскими, как-то с респектом о них отзывался. Но сейчас, после того, как появилась вот эта новость о его депортации и появилась некая информация о нем, что он занимался правозащитной деятельностью, я как-то пересмотрел свой негативный взгляд об этом человеке, так как, возможно, он пытался как-то маневрировать. Понятно, что, живя в России, идти против этих сил, это нереально. Поэтому в целом я, наверное, все-таки изменил о нем свое мнение, ничего плохого говорить не хочу. Но и как-то подробностей этой темы тоже не знаю. Я думаю, что в Таджикистане и за пределами Таджикистана есть таджикские блогеры, занимающиеся вопросами Таджикистана. Они осветят эту тему, разъяснят это все. Единственное, еще хотел один момент упомянуть в контексте того, что в контексте тех товарищей, которые говорят, что все языки там произошли от чеченского, что любое слово любого иностранного языка можно, на чеченском его как-то смысл этого слова найти и так далее. Я здесь подумал, что таджикские имена, они очень похожи на имена фараонов, как Иззат Амон, этот Рахмон, Тутанхамон, да, похоже ведь. То есть, следуя этой же логике, таджики могут смело сказать, что они являются самыми древними потомками, и эти фараоны в древней египетской цивилизации были таджиками. Тоже могут, имеется в виду, таким же образом аргументировать свою версию. Это была шутка, разумеется.